the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Привет, Саня, привет. Summer's calling. Какой Саня ПБГ? Не, я сейчас стрим запустил не ПБГ. Не для ПБГ. То есть того. Так. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. Чё там, поиграть не с кем в ПБГ? 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Summer's calling. Саша, скажи Сереже, пусть он со своей страницы напишет. Скажи ему за хлебом. Скажи, что он папе не пишет. Почему она на телефоне дает? Так. Сережа, почему мама телефон тебе не дает? Понятно.
Все, я понял. Че, Сережа, как дела? Как Маша с Тёмой? Не знаю, если надумаю, Саня, я тебе напишу. Если я соберусь играть в PUBG. Пока что я не буду играть в PUBG. Музыка не громко играет? Немного громко, окей, я сейчас сделаю потише. Не, я не играю в Brawl Stars. Brawl Stars. Не. Чекай смс. Чекаю. Не, Саня, я говорю, я не буду сейчас играть в PUBG. Мне надо в Евротрак симулятор зайти, там кое-что делать. Весной просыпается желание стать лучше, заняться спортом, больше видеться с друзьями или выбраться на природу. Но, как назло, любимая спортплощадка на другом конце города, а дача друзей и того дальше. Но не время искать отговорки. Пора проснуться и ворваться в весну на практичном седане Datsun Ondo. И да, победительная выгода будет действовать весь апрель. В центрах. Да, время улучшений, время Datsun. Является ответным предложением. Ограниченное действие до конца апреля 2019 года. Подробности на datsun.ru.
Здорово, здорово. Нормально дела. У тебя как? Да, давно не играл, потому что работа, блядь. С работой никак толком не поиграешь. Даже не то, что стримить, даже просто поиграть, зайти в компьютер не было времени. Вот, блядь. Да, потому что у нас смены такие вообще плавающие, блядь.
Кстати, если ты вроде бы играешь в ETS, то 1 мая будет конвой с Брюсселя до Праги. Ну, всю информацию можешь у меня, я тебе могу скинуть. Вот, либо у меня на странице есть ссылка группы, где будет производиться конвой. Блять, проебал. На следующей. На следующей остановке. Не знаю. То есть парковки, блять. Да, я играю в World of Tanks Blitz, PUBG Mobile играю, в Eurotrack Simulator играю. Сейчас пока что 3 игры. Но есть еще обычный World of Tanks. Вот, ну у него я чисто так зайду пару каток и все. Как говорится, я в него не задрачиваюсь, вот это, в те танки большие. Все надо заправляться, блядь.
Здорово, здорово, Витек. Кстати, что, ты будешь в ЕТС играть? Я сейчас в ЕТС-ке. Да, кому интересно, 1 мая в 12 часов по Москве будет организовываться конвой. Кому интересно, у меня есть в группе ссылка в ту группу, где организовывается конвой. Кому интересно, можете писать туда, договариваться. Ну как, в принципе, что договариваться, и так все понятно. 1 часа 1 часа в 12 дня по Москве. Вот. В Брюсселе. Там будет админ. Вот, у него будет розовая фура с розовой с шаландой, ну, с прицепом. Номер, я не знаю, там номер будет, не номер, либо на окне, ну, на стекле будет Zero. Будет интересно. Да, я буду стараться, постараюсь 1 мая тоже. Мы договорился, я с админом, ну, с главой этого конвоя, с ними проехаться и будет запущен стрим. Со стримом будем ехать. Да я вчера не смог, что-то, блядь, заебался я вчера. Ну а с работы придешь, что, будешь катать? Нормально, солнце светит. Решил прокатиться в ЕТС. У тебя как дела? Кстати, да, под стримом я скину ссылку на группу, где набираться будет конвой. Вы можете добавляться туда, подписываться.
Завтра солнце привезут ее. Мне курьер звонил по поводу картины. Вот. Но он сказал, типа, к 12, говорит, я смогу. Я говорю, ну, к 12 я тоже, ну, я не смогу к 12, потому что я не успею. Вот. Ну, договорились на завтра. Все хорошо. Только ты мне напиши, окей, как соберешься. Я тебе там про один конвой, короче, расскажу. Там замутили конвой, короче, 1 мая. Что народу вообще на 3-м нету, блин. Ну, на 2-м я не играю, потому что там много подрезают. На 3-м серваке хоть это народу поменьше, спокойно ездишь. Вот. Раз. Да, ВКонтакте напиши мне, окей, потому что в Стиме, блядь, я редко в Стиме читаю смс-ки. Я не знаю правила конвоя еще пока. Вот. Надо пообщаться с админом, с главой конвоя. Какие правила будут в конвое, да. Там будет сопровождающий девушка. Ну, админ тоже конвоя, вот она будет. А кто замыкающий будет колонны, я не знаю еще. Вот. Как бы еще надо обсудить это все. Будет точно 2 остановки.
Вот. Будет выбран скорость, ограничение, ну, будет ограничительная скорость, сколько ехать, там, 80-90. Вот. Как бы переть. Вот 130, как я сейчас еду, это я просто один сейчас еду, да, а там, ну, 90 ограничения. Я думаю, 90 сделает. Спешить некуда. Ну, смотря сколько конвой там будет, человек 5-10 может. Ну, думаю, около 5 машин-то точно наберется. Ну, здорово, Илюха. Нормально катается. А тебе как дома сидится? Ну чё так хуёво-то? Пошел бы, погулял бы, погода, блядь, нормально. Кстати, я тут твоих земляков видел, блядь. Суворова, блядь. Я здесь был на усилении в бассейне, да, в одном. Вот всероссийские плавания проходили. Но они сейчас проходят в Питере. Вот, там дохуя откуда, много. Вот, и там команда ходила, у них на спине были эти надписи, блядь, город Суворов. Ёкарный баба, это же Илюхины земляки, блядь. У вас есть кто занимается в школе плаванием? Кто на соревнования? Ай, блядь, сука. Я, наверное, вот это зря сделал, да? Я тут хер развернусь, наверное. Да. Сейчас сделаем вот так. Конечно, это морал, блядь. Я тебе видяху, блядь, сейчас. Давай я сейчас позже. О, Кибер, здорово. Я тебе сейчас позже скину видяху. Я скидывал, там напарника снял, блядь. Ну там чуть-чуть. Вот. Сколько там народу, блядь. Ну там такие всероссийские соревнования по плаванию, блядь.
Вот мне надо сюда. Да тут у меня, блядь, все скрипит нахуй. Руль надо смазать нахуй. Чё, Кибер, как дела, Кибер? Чё, музыка не громко играет? А? Пацанчики. О, Любица, привет, привет. Как дела? Я зашел просто. Спасибо, что зашел, хоть поздоровался. Вот нравятся вот такие люди, которые заходят поздороваться, что они проигнорят. Спасибо, Любица. Я бы тебе руку пожал бы сейчас за это. Меня вчера на канале Дмитрича забанили, сука. На каком канале Дмитрич? Давай, конечно, заходи. Или убийца. На обычном канале. Блядь, я понял, что на обычном канале. Так, что за канал-то? Что там вообще? Наверное, знаешь что? Ты, наверное, допизделся там. Вот тебя и забанили, блядь. Ты, наверное, там своими стихоплетными этими, блядь, чатом, блядь, всех достал, да? Так, я не посмотрел, у нас красный горит. Я допизделся, это он немного охуел. Ха-ха. Капец. Ну, за просто так же не банят, Илюха, согласись. А, дальше, блядь. Мне вообще страйк прилетел за авторские права. А тебе-то за что? Кибер. Ну, мне понятно, мне страйк прилетел на 3 месяца, потому что я уже объяснял, что фильм запустился, короче, на ютубе. Twitch нормально отреагировал на это, а YouTube 3 месяца бану. Держи. Кстати, 7 мая у меня второй канал разбанят. Ну, первый канал, то бишь. Вот. Так ты, слушай, ты это... Сейчас. Как ее?
В группе есть, группа ВКонтакте есть, музыка для Ютуба. Вот и я, который сейчас слушаю, это для Ютуба специально, который типа с авторскими правами, там, короче, которые разрешаются слушать. Вот. Отлично. Я, интересно, камеру включил вебку? Или я без вебки херачу? Кто мне скажет? Без вебки, да? Понятно. Сейчас мы... сейчас я покурю тогда. Вот. Так что YouTube это вообще, он реально жестит. Мне могут сейчас даже страйк пролететь за то, что я сейчас разговорю про... Блядь. Сука, я думал, что тут нет стены, нахуй. Ага. Сука. Вот это попадос, вот это пиздец. Просто на ровном месте, нахуй. Ушатал. Короче, пишу ему, дай модерку. То у тебя они все спят. Он 0 эмоций. Я второй раз пишу. Он начинает типа, я тебе сейчас забаню. Я ему, я хуй знает, читал ты мое сообщение или нет. Короче, ты его достал, он тебя типа забанил, да? Ну, есть такие неадекваты, чё? И очень много. Ну и забанил тебя, да забанил, да и хер с ним, ну чё? Сейчас. Так, что мы тут? Что у нас света много, да? Сейчас. Оба, блин.
Ничего нету нахуй. Ну ладно. Бельгия, да? Поедем в Бельгию. О, нельзя же так резко вебку включать, а то у меня сердечный приступ будет. Да и хуй с ним на. -1 модер будет тогда. Чё? Да хуя, я вообще-то и так 1 модер. Почему нет и не 1 модер? Блять, не на правильную полосу стал. Это Киберкинг модер, ты модер и кто-то еще там есть. Я уже не помню. Вроде бы 2 модера. Сука. Опять же, ты не один, кто на стрим заходит. Вот сейчас Кибер заходил, он с Твича заходил, здоровался. Ты с Ютуба, он с Твича. Кстати, Люха будет 1 мая. Конвой, короче. Там у меня в группе есть. Это, наверное, читал, не? Вот. Этот поворот, блядь. Кстати, у тебя Nightbot включен. И какие функции он делает? Да, блядь, сейчас я по ходу дела, у меня его нету, Nightbot. Потому что я не вижу этих приветствий, короче, кто заходит, он типа пишет там, да, там. Не знаю. Это надо настраивать, это все заходить. Я говорю, я вот сейчас, меня вот сейчас спрашивали недавно. Вот. Ну, будешь ты теперь найтботом тогда, ну. И будешь функции выполнять админа. Ой, админа. Фу, блядь. Что я говорю это? Модера. В принципе, если ты по стримам прыгаешь, то у меня, то у Хомки, то еще там у кого-то бегаешь. Перебежчик, блядь. Вот. Как бы. Мне с работы вообще, вот, у меня сейчас 2 дня выходных.
Я вот сейчас пришел с курсов, у меня было вождение. Вот. 2 дня выходных, получается. У меня такой плавающий график, потому что я не знаю вообще как стримы и чё, блядь. Ну сейчас я не знаю, если там сейчас получится, сейчас с этой работы увольняться буду и на другую работу. Потому что здесь вообще непонятно, что творится, блядь. Да. Может, я в гости приеду на пятнашке. Ну, я уже пятнашку нашел, машину за 30 тысяч рублей. Такая нормальное состояние. Мужик просто, ну, с работы с моей продает машину. У нее 2 машины. Вот жена говорит, продай эту пятнашку, нахрен тебе 2-я машина. Вот, потому что Peugeot свою не портить, как бы это. Вот он на пятнашке гоняет. А жена на Peugeot ездит. Вот уже как только сдаю экзамен, и он мне в рассрочку машину сразу. Приеду тебе в гости в Суворов. Бери учебную машину и ебашь прямо с инструктором ко мне в город. А, типа, поехали покатаемся по Суворов, да? Тоже ничего. Скажу, на бенз скидываемся, короче, да, сейчас. Доезжаю до туда, обратно, и все, экзамен сдан, блядь. Вот. Я теорию вообще, знаешь как учу? Я не хожу в автошколу теорию, я дома обучаюсь. Есть программа онлайн. Вот, у меня сайт дали, специальную программу. Вот. Типа приложухи. Вот там регистрируешься, короче, да. И это там тебе дается там 36 дней, короче. Каждый день там по 5 этих, как там тебе правильно сказать, ну, блять, программ, короче, который ты за один день должен, типа, это все, ну, пройти. Но я так по 2-3 этих дня за один день, ну, я там прохожу. Вот. Ну, там темы всякие разные, там, блядь. Полосы, знаки, там, ну, короче, всякая бадья, короче. И очки даются, блядь, тебе. У нас на субботу на нашем этаже 2 моих друга алкаша улеглись. Один на полу, другой на подоконнике. И чё? Улеглись. В плане улеглись. Типа это, подохли, что ли? Один на полу, другой на подоконнике. Что-то я не понимаю вообще. В плане спать, у одного ебало разбито было. Ебать, у тебя друганы, блядь, алкашина. Смотри,
Сам таким не стань скоро, алкашом, блядь. А то я смотрю, у вас в городе там вообще нехуй делать, да, спиться можно, блядь. Чё, Ромыч-то не спился еще там? Он говорит, твой друган. Ой, блядь. Не спился. Ясно, ясно. Бля, ну какая-то тупость, блядь. Лето. Солнце. Идет снег. Это вообще что-то с чем-то, блядь. Вот что ты, Илюха, себе сейчас это лицензию не купил на Евротрак симулятор? Тут недавно было опять скидки. По 200... По 240 рублей, что ли? Нет, Витя, у тебя 5 минут придумать отмазку, чтобы я к бабушке не ехал. Там инета нету. Сломай палец. Запихай между косяком и дверью нахуй. И закрой дверь резко. Съезди к бабушке, помоги бабушке. Что ты, тебе лень, что ли, к бабушке съездить? Съездил к бабушке, помог там дрова поколоть, сложить дрова, воды натаскать, баньку сходить. Чё ты? У меня была бы сейчас возможность в деревню съездить, я бы съездил бы сейчас. На печке полежать, блядь. О, блядь, романтика, ёпте. Вот. Но просто там реально делать нечего. Я когда туда приезжаю, я все время смотрю телевизор и все. Что там вообще никакого интернета, что ли, нету? Так все печально, что ли? А?
Общаешься с бабушкой, она тебе какую-нибудь историю расскажет, ну. Хорошую, блядь. Ты скажи, бабуля, расскажи мне историю, как, типа, она тебе расскажет историю, блядь. А нахуй тебе там интернет нужен? Нету и нету. Раньше к соседям... Ай, блядь. Ой, спать хочу, пиздец. Спросил соседей пароль, приди к ним, блядь. Скажи, соседи, дайте пароль соседу. Что там такие жесткие соседи, что не дадут тебе пароля от Wi-Fi? Ну, подключи к бабушке интернет, пусть, или бабушка пусть себе подключит интернет. Скажи, бабуля, подключи интернет, чтобы я тебя приезжал и мог сидеть с интернетом. Что ты как... Не русский-то, блядь. Я бы уже давно намутил бы интернет и все бы, блядь. Ты как маленький, блядь. Это как кошка с собакой. Вай, 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 вай. И у нее денег нету. Значит, ты поедешь тоже голодать к ней, да? Ой, блядь. Понятно. Ну чё? Могу посочувствовать тебе, Илюша. Езжай к бабушке, где нет интернета, блядь. Как необитаемый остров, блядь, где нет цивилизации, да?
выживешь, блядь. Вы эти суворовские, блядь, живучие. Я в тебя верю, Илюха, что ты там выживешь, нахуй. Так, а я не понял, тебе что, обязаловка ехать туда или что? Или зачем тебе ехать? Сказал бы, я не поеду и все. Не хочу ехать. Что, тебя заставляют, что ли? У тебя нет права голоса, что ли? Сказал, нет, у меня дела тут. И все, что ты как? Когда, кстати, там каникулы у вас начинаются? Или они уже начались? Не еще? Когда в апреле, в мае вроде бы, да? Или в конце апреля, или в начале мая. Когда там каникулы-то?
Мгм. Орел, привет, Орел. Да, слушай, работа. Все работа. Да у меня работа такая сейчас. Я камеру офну сейчас, окей. Это. Блять, толком выходных нету. Я графика толком не знаю, чтобы подстроиться там под стрим, там, блять, что-то еще. Вот. Вот сейчас у меня 2 выходных. Я вот решил наверстать упущенное чуть-чуть. Да, не говори, слушай. Я уже сам, блядь, жалею, что туда устроился, блядь. Ну я сейчас не знаю, наверное, все увольняться буду оттуда нахуй. Это просто пиздец. Ну, я устраивался на одну должность, да, а в итоге работаю вообще по другой должности, блядь. А мою должность вообще отдали, блядь, одному сначала отдали, потом один уволился, дали второму должность. Вот. И получается, блядь, я в пролете на. Вот. Так, сейчас мы включим зеркало, вот это, да. Как мы четко подъехали, а? Вообще.
Не играл в Хардстоун. Я чувак, ты, блядь. А чё, хорошая игра, Хардстоун? Она карточная. Ага. Бля, вот этот шлепок сзади едет, он меня что-то накаляет, нахуй. Так, она где? В Стиме есть это? Продается, да? За деньги или бесплатно? Ой, бля, нихуя он. Бесплатно, но у меня в Стиме это от Близзардов. Понятно. Надо заправиться, сейчас будет заехать. Хардстоун.
На улице жара, а у него снег. Видите ли, блядь, я сам в ахуе, Витек. Солнце светит, лето на улице. Ну, снег идет. А снег идет, а снег идет. Ну что ты там, Витек, насчет руля-то что, надумал, что? Может это не снег, а пух тополиный. А может и пух тополиный, кстати, да. Все может быть. Нашел за 3,5. Что за руль? Это который я тебе скидывал, такой же Logitech, не, или другой? Какой? Не, типа того. Понятно, понятно. Не, здесь руль по-любому подойдет. Ты видишь, я же играю с рулем. Кстати, у меня вроде вебка не включена, да? Бля, сейчас я на ровную поверхность выйду, на поверхность, блядь. На место ровно выйду. Вот сюда, вот сейчас. Да, по магазинам ты не найдешь его, вон это. Уже они как-то, хуй знает. Я тоже не мог найти. Вот. Мы искали, а моя, не знаю, она где-то намутила там, блядь. Она у знакомой. У ней сын тоже играет, короче, какие-то гонки, что-то там гоняется. Ну, сейчас себе хрень купил какую-то там за 100 с чем-то там, блядь. Сидушку, платформу специальную, блядь. 3 педали. Коробка. Ну, короче, как, блядь, вообще четко все. Вот. Все, давай.
Заходи, не забывай. Чего? Я посмотрю, сейчас я приеду. Что такое Харстоун? Ненавижу Т9. Да я включил сейчас вебку. Ты с телефона что ли пишешь? А чё мы вообще везем, блядь? Ну, козий сыр, блядь, меня же хуево стало, блядь. Да, ноут у папы по работе. Да. Понятно, понятно. Вот, блядь. Ау, ау, ау. Сори. Что, сегодня ни хера не выспался, блядь? 6 часов выполз, блядь. Мне и так слышно, блядь. Музыку что не слушать ее. Вау, 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 вообще было не было, нахуй. Чуть не ушатался, блядь. Такой музыки, блядь, песня в наушниках играет. У меня удлинитель для капелек, чтобы от системника. А что мы это удлиним? Крышка закрыта, кислород не поступает ему на видеокарта, блядь, разрывается, там бедолага, блядь. Вот.
Ща, подожди, отвечу тебе. Кстати, ты знаешь, как лучше и быстро всего ноут продать? Я комп собрать хочу. Ой, бля, смотря что за ноут, какие у него характеристики. Вот. Ой, блядь, уже ехать надо. На Юле или на Авито выкладывай, он сейчас 50к стоит и за 40. Я за 40 продаю. Блять. Так на Юле или на Авито выложи. Это что, MCI что ли, да? Походу. Acerus Asperia E17 Intel i5 5200 GeForce 9060. Ух, вот это я тут, блядь, лихачу. Ну, что-то на чат зачитался. Intel 5200. Ну ты, короче, знаешь, как лучше сделай? Ты поюзай на Авито, на Юле, да, посмотри такой же ноутбуки, такие же, да, вот, ну хотя бы приблизительно такие же характеристики, вот, приценись, посмотри цены какие, потому что типа ты за 40, да, может кто-то дешевле за 35, за 30 продает, как бы это, вот. Ну кому срочно надо, тот и за 40 купит. Вот. Потому что не получилось. Вот как я вот системник собрал один, да, запчастей. У меня есть такое хобби небольшое, собирать с барахла компы, да, и на ЮУ выкладывать. Вот. Я выложил, блядь, за 5500. А что-то забыл, короче, прочекать лень было, блядь. Ну я приценился так, думаю, ну, блядь, сейчас КС накрутку сделаю. Вот. И мне там пишут, блядь, такой же точно характеристики, комп с монитором даже, блядь, продают там вообще дешевле. Типа ты цену лупишь. Я говорю, да, окей, ладно. Захожу я на ЮУ, чекаю. Блядь, точно. А я там, блядь, на КС, считай, цену залупил. Если нормально соберешь, могу взять. Но у меня запчастей нету. У меня есть только из запчастей, блядь, сейчас. Что у меня там? Видяха есть, но она гиговая. Гиговая. Сапфира. Блять, я не видно, короче, на 1 гиг. Что еще из железа, блять? А в принципе все. Не, ну такое нормально, если ты там, блять, какую сумму там, типа если 40 планируешь, то у меня таких запчастей вообще нету, блять.
Ай, блядь, он не успел тормозить, блядь. Спасибо. Мне проблема продать, я уже выложил везде, и в ВК, и в паблик, и на... Так я тоже выложил, и что? Только, блядь, пишут, посмотреть можно, там, блядь, придут посмотрят, лицо покорчут, блядь, и все хотят, чтобы, знаешь, цену, блядь, сбросить. Все же хотят подешевле вообще, блядь, на максималку, блядь, чуть не за даром отдать, блядь, компьютер, нахуй. Вот. Да и хуй нахуй, что нам 360, жалко нам. Саня, здорово. Что ты читал с этот чат, смс-ку? Да, домаем. Вот, ну посмотри, купят хорошо, не купят плохо. Либо ты цену лупишь реально. Ну что, я проехал, да? Ай, вай. Ладно, сейчас я на этом, блядь, на перекрестке развернусь. Да я уже приехал, просто я проехал поворот, блядь, как обычно. Как обычно, как всегда, блядь. Чё ты, Саня, будешь играть, не? Ай, блядь. Я не туплю, он 60 к стоит. Я не говорю, что ты тупишь. Что ты взял, что ты... Да что... Да ёкарный бабай, блядь, мне же дальше ехать. Ну, лупишь ты имел в виду, да? Ну, у тебя Т9, как обычно, да, я понял. Вот, нам сюда надо. Вот. Как бы, блядь... Да. А нахуй, не хочу я это. Я говорю, сейчас все, блядь, я не знаю, сейчас такое ощущение, что никому ничего не надо, блядь. Все не хотят ничего покупать, блядь. Типа сейчас, типа, телефоны такие пошли, там, блядь, крутые, там, все, блядь, планшеты. Вечером сейчас не дома. Давай, короче, в 7 часов там еще один человечек в подкате тоже. В группу зайди, там у меня в группу выкинута, короче, тема одна, которую я озвучиваю вот, в группе. Там 1 мая, короче, будет конвой с этого, как ее, блядь, с Брюсселя. С Брюсселя до Праги, там, короче, собираются. Ну, там в группе, короче, ссылка есть. И видяху можешь посмотреть. Я вот сегодня замутил, выложил там людям. Вот. Как бы это. 1 мая, 12 часов. Только вот я сам не знаю. Ну, я постараюсь 1 мая, блядь, попасть на этот конвой. Я уже хотел с ними конвой скататься, но я не успел доехать. Они в 11, а я приехал 11:30, они уже уехали по маршруту. То бишь опоздал, блядь. Блядь, я не вижу. Сколько яхта, бабах? Бабок, сколько стоит яхта? 20. У меня этот рестрим чат не показываю, блядь, мешает. Кто вот эту яхту, кто скажет, сколько яхта стоит? Отвести ее. Нижнюю вижу 30 360, нижняя 19 467. Вот верхнюю не вижу, у меня чат
перекрывает, а мне надо сейчас... Ну, в принципе, можно свернуть. Так что 41 500, блять, беру. Так что, Арион, я тебе говорю, я, блядь, за 4,5 не могу продать системник. Да? А ты комп за 40. Ой, ноутбук. Как бы... Вроде бы я в Питере сейчас, да, как бы, блядь, город не бедный. Ну вот. Ну, видишь, много пишут, много, блядь, хотят... Один пишет вообще... Блядь, за 3000 заберу, прямо сейчас приеду, блядь. Я ему даже отвечать не стал. Я говорю, за... $3000, блядь, вон, ищи где-нибудь, нахуй. В другом месте, блядь. Блядь, мне надо этот зеркало включить. Второе не вижу. Так что сейчас, кто работает на этих компьютерах, блядь, я не знаю, как они вообще выживают. Не, ну можно, если там вообще такой... Один там... Чего? Поторгуешься, может. Да, понимаешь, я не хочу за бесценки отдавать его. Зачем? Люди, понимаешь, люди сейчас хитрые пошли. Они хотят подешевле, блядь, забрать. Я что тебе говорю, что... Чуть не даром, блядь. А нахрен мне, блядь, за даром отдавать? Смысл? Блядь, заебись, я яхту припарковал. Я запчасти вез с Карелии 500 км, 500 километров от этого, блядь. Целую сумку, блядь. Вот. Чтобы привезти эти запчасти. И то я у другана. Блядь, куда мне ехать-то? Блядь, не сюда. Что-то я запизделся. Вот, в другую сторону, да. У другана взял комп. Но он, правда, не рабочий, как бы. Ну там он половина работает. Там что у него? Процессор. Так, жесткий диск, материнка. Так, сейчас жесткий диск, материнка наебнутые, процессор и видеокарта. Вот оперативка вроде тоже рабочая. Вот, то бишь такие самые эти. Ну, материнка, я ее все хочу этот, блядь, отдать. Что? Я уже одним отдавал пацикам. Ее, блядь. Они ее, блядь, неделю мурыжили. В итоге, короче, блядь, мы не можем ничего. Они, короче, впаду паять там. Короче, я не буду вебку выключать, я, короче, так буду курить. Я думаю, YouTube простит один раз. Могу попробовать по объявлению типа скупка ноутов. Ну там тебе тоже скажу, там, блядь, тоже за копейки возьмут у тебя. За копейки реально возьмут, на. Там же тоже нашки барыги сидят, блядь. Не знаю, попробуй по знакомым поспрашивать, может той знакомых купит. Они пишут дорого, типа купят. Ну, они дорого купят, это они имеют там в 5000, понимаешь? Напомни, откуда ты, Орион? Курск, да? Ну просто видишь, по Курску я же не знаю, какие там расценки у вас.
Питере бы, может, еще бы и продал бы. Тот чувак MCI, короче, ну, типа игрового, блядь, этот. Продал за 35. Парнишка с отцом приехали, блядь, а он для доты. Там ребенок, ну, лет 15, наверное, блядь. Типа задрот в доту. Вот. И папаша ему, блядь, к нему домой приехали, блядь, ребенок посидел, этот пацан, блядь, что-то пощелкал, говорит, музыку проверил, доту включил, говорит, я ему свою доту, говорю, тоже играй доту, пацан. Вот, типа, батя, ну чё, нормально? Да, нормально, даже не торговались, ничего, вот он как выложил его, блядь, за 35, нахуй. Так и за 35... За 35 и забрали, блядь. Вообще, даже не парясь, даже там, знаешь, там пару тысяч скинете, там, типа, мы доехали, там, через весь город, знаешь, некоторые есть. Вот. Мне 6 тоже для доты. Мне б тоже для доты. Ну, для доты тебе зачем такой мощный нужен-то? Не обязательно. Тебе там 8 гигов оперативы, там 2-гиговую этот проц и там, ну, правда, не на максималках, не на ультра там будет у тебя идти, ну, средние, на средних, ну, потянет. Курить вредно, блядь. Вот. Как бы, блядь. Ну, я не знаю, в ультра я не играл. Я играл раз, 2 часа, я попытался в нее поиграть. Я 2 часа поиграл, плюнул, удалил ее, нахуй. Ну, не зашла мне дота. Это было года 4 назад, наверное. Вот. Может, раньше, не помню. Да пока моей нету, я курю дома. Прям. Какие люди попадутся. Блять. Полази по этих, подприценяйся, посмотри сколько. Ну, скинь там не за 40, за 35 попробуй. Или напиши 40 с торгом. Может, то поведется, возьмет за 35. Яхта Квен В39 9 тонн. Блять, зеркало надо отключить. А сколько этому ноуту у тебя уже, ну, по времени, сколько он у тебя уже так купил? Год, полгода? Потому что, видишь, ноуты сейчас обновляются все время, все каждый месяц, блядь, выходят все круче, блядь.
Уже я не знаю там, блядь, что еще может круче быть, нахуй. 2 года почти, но он самый новый был в 2017. Ну видишь, уже 2 года ноуту. Кто шарит, то знает, знаешь, он характеристики посмотрит в интернете. Ага, он там 2017 года уже, блядь. Он стоил там полтос. Вот. Так вот, он за 40 продается, подорого, нет, дальше ищет. Видишь, нюансы всякие есть, блядь, в этом. А ты даже если за 30 продашь, ты себе можешь комп даже купить бэушный, нормально с характеристиками, там, блядь, за 30-ку. У меня вон сосед, блядь, урвал за 32, что ли. Тетка продавала комп, блядь. Так, а такой комп можно было бы вообще за полтос продавать спокойно. Ну вот. Не знаю, либо... Короче, она занималась этим, блядь. Она фотограф была. Вот. Свадьбы, херадьбы. И чтобы эти... обрабатывать видео, файлы, вот эти все, короче. У нее типа был компьютер специально для этого. Видно, она завязала с этим и вот продала. Вот он за 32 взял, блядь. Так у него этот 6-гиговая видеокарта. Вот. Там i7 какой-то там тоже из новых. До оперативки я вот что охуел, там по оперативке 32 гигабайта, блядь, стоит. Я говорю, такой комп могла бы она спокойно за полтос втюхать, нахуй, даже не запариваясь, блядь. Ну, видно, она срочно продавала, как в порядке тут. Вот. Он искал где-то в пределах 30 тысяч комп. Ну, вот видишь, 2 косаря добавил, нахуй, и взял пиздатый комп. Если это узнаю, то не понял, у тебя одно даже 52 2.0 и 5, он же какой там, сколько у него, больше 4 ядер вроде бы, да? А почему у тебя одно ядро активно? Бля, вот что творят, нахуй. Ездят как хотят, блядь, как у себя, блядь. Чуваки, блядь, я не на вас везу, нахуй, яхта пиздатая. По умолчанию активная. Так может Windows, блядь, у тебя... У меня было вообще, короче, было 12 гигов оперативки, да, я поставил 7-ю винду. Вот, и мне вообще, блядь, пишет, что у меня 8 гигабайт оперативки, блядь, то бишь на старой винде, блядь, все нормально, 12 было гигов, а вот новую поставил 7-ку, да, там обновил другую, это, да, уже глючило, все, блядь, 8 показывает. Я думаю, за 100 виндой работает на 12, блядь, с этой на 8, блядь, то бишь. Нашел, я поставил 8-ку, на 8-ке нормально показывает 12. Вот. Тоже ставил 10-ку, 10-ка тоже показывает 12, блядь. Ставлю ту же опять 7-ку, блядь, я целый день, короче, вот возился, блядь. Вот. И в итоге, блядь, поставил 8-ку, потом на 10-ку. И потом нормальную винду я скачал с интернета на флешку. Вот. И все.
Но у меня уже того компа нету, я другану его продал. Еще в том году летом, блядь. Как отформатировать диск? Какой диск ты хочешь отформатировать? С? Или что ты хочешь? Я не понимаю. Форматировать. А ты через Аиду проверял? Через Аиду посмотри, сколько у тебя пока будет показывать этих процессов. И либо CPU-Z. Короче, есть прога CPU-Z и, блядь, CPU, блядь. Короче, он показывает твой процессор, да, твой процессор и сколько ядер. И там вот, короче, это. Сейчас я приеду, тебе покажу на своем. Вроде бы у меня есть эта программа скачанная, я тогда качал. Там две вот CPU-Z. Есть на видеокарту, короче, одна, да, и на процессор. Аинса, кул. Привет, Аинса, привет. Вот. Ну ты бомбила она. Чего бомбила? В плане бомбила она. Она там, Арюн, она бесплатно, там просто набери там CPU, блять, я не помню, CPU-Z вроде бы. Вот это S русская, да, P и CP, блять. Сейчас я приеду, покажу. Я открою этот свой рабочий стол. Ну я сейчас, подожди, я приеду с рабочего стола. Да, но... Да вон, яхты вожу тут, короче, по 40 косарей, блядь. Бомблю, короче. Вот. И я тебе сейчас покажу, короче, эту программу. Если там тоже покажет тебе вечером, да нет, я вообще не занят. И даже сейчас, только вот видишь, я стримлю ETS. Давно не играл, блядь. Сколько, блядь, стримов не было, наверное, блядь, месяц, наверное, около месяца. Не, ну было тут, я запускал на час-полтора вроде бы. Вот. Как бы... Давай, хорошо. Давай, знаешь, во сколько? В часиков 6, потому что всем там, наверное, я опять буду играть в этот, ну, кататься с парнями. На тест-стримы. Вот. Вау. Блядь, ехать 500 километров, а такое ощущение, как будто я, блядь, целую 1000, блядь, ебашу. Ёбаный в рот. У меня сейчас 4:49. 4:49 чего? Но утра, что ли, блядь? Курск. А, у вас же, блядь, время-то не по московскому идет, да? Угу. У меня сейчас 16:50. А, так подожди, 16, ты 4 вечера имеешь в виду, да? А, так правильно, 16:50 у тебя, как и у меня 16:50. Ну, правильно, все, да.
Че, бензу хватает, нахуй? Ай-яй-яй-яй, блядь. Так что там насчет конвоя, ведь? Короче, у меня на группе, да, есть, короче, видос скинутый, который я сделал сам сегодня утром. Для одной группы, короче, а не этот конвой, короче, блядь. Может, ты тут состоишь в этой группе? Вот, они 1 мая, короче, собирают конвой в 12 часов дня с Брюсселя до Праги, короче, там 1100 километров. Вот. Набирают сейчас конвой. Вот, Нихуя он, блядь, летает, да. Ну я там такой минуту с чем-то, как типа обзорщика такого сегодня сделал. Вот. Ну, у меня в группе, вроде бы, если ты есть, то посмотри. Я выбросил туда. Вот. Там такие краткие правила и это, ну, рассказано там, короче. Вот. И ссылка на ту, кстати, сверху там видоса будет ссылка на группу. Как бы это. Вот, они просили тоже народ поискать для конвоя. Как бы, как говорится, буду сотрудничать с ними. Вот. Они разрешили как бы с их конвоем, да, у них стрим запустить. Вот. И они мои ссылки на стрим вы тоже у себя на в группе выложат, короче. Вот. Надо сейчас приехать будут ихнюю в это под этим, блядь, под Твичом и под Ютубом ссылки ихней группы тоже выложить. Бля, надо все на бумажку записывать, а то, блядь, все бывает, забываю, что надо сделать. Кстати, да, Витек, заценишь, как я там сделал эту видоску, как там, насколько потянет. Да я первый раз это сделал, как бы, ну, попробовал. Вот, записал видосик. Бля, ебать, у меня видеокарта разрывается, пизда нахуй. Сказали, добавил бы 2 косаря, купил бы себе, блядь, нормальную бы. Нет, надо было, блядь, взять эту хуету, блядь. Сапфир, блядь. Ой, Radeon RX 550, блядь. Так что сегодня вечером катим и давай Дискорд, а то по рации глухо и заебешься жмать кнопку. Давай, хорошо, по Дискорду будем. У меня сегодня, прикинь, Витек, первое вождение было, нахуй, в автошколе. Я же это, сейчас на права учусь, нахуй. Блядь, может это, реально донаты сделать, может то за этот срок соберу на себе на права, блядь. Хотя бы сколько-нибудь наковыряю, блядь. Форд, как же, да, Форд Фусион, короче, на нем ездил, блядь. Реально такое говнище машина, блядь, учебка. Пиздец, у нее газ, блядь, чуть-чуть даешь газу, она уже ревет, блядь. Ты не знаешь, как лучше газ давать, чтобы, блядь, там вообще там миллиметр зажимаешь, что она уже все ревет, двигатель, блядь. Я говорю, а зачем вы для автошколы, как бы, такое, я говорю, такую машину, блядь. И педали вот это, которые, получается, у него же 2 педали, да? Вот. И получается, педаль сцепления. Да, спасибо, заценил. Вот. И у него на педали вот это на сцепление, и у него рядышком, ну, у этого у инструктора у него же тоже 2 педали. И вот эти болты,
Вот это, для рычага вот этого, блядь, который он жмет, ее нажимает, блядь. Они такие здоровые, и, короче, там вот эта лапка, блядь, чуть-чуть только ее можно, блядь, носочком, блядь. Блядь, я говорю, неудобно, я говорю, вообще. У них еще Opel есть. Opel и еще, короче, какой-то автомат. Там механика и автомат. Сейчас прочитаю. Так. Да, чтобы съебаться от столкновения, если ученик... Да это я знаю, чего эти, ну, педали для чего. Вот, у него тормоз и сцепление. Как бы это, блядь, ну неудобно сделано. Я вот когда у себя учился на Тигуане, на Volkswagen ездил, там вообще четенько все было у нее сделано. Там женщина-инструктор, блядь, все, я, блядь, ну тут вообще, тут газ чуть-чуть даешь, все, блядь. У меня, блядь, вон, на моем, блядь, руле с педалями то лучше, блядь. Газ, блядь. Так, кот, блядь. Загибал ходить. Я оценил по моим меркам 7 из 10. Нужно было чуть выразительнее и музыку чуть тише, но для первого раза. Спасибо. Я, короче, раз 7-8 перезаписывал, блядь. То я читаю. Я, короче же, я сделал список, да, вот, и по списку, по списку читал, короче, и бывает, знаешь, вроде бы нормально, половина читаешь, и потом, блядь, что-то запнулся, и все, блядь, отключаешь, удаляешь по-новому. Хорошо его хвалить, а то зазнается, да. Я оценил, по-моему. Да не зазнаюсь, ты чего, спасибо. Вот. Не, я админу той группы, короче, скинул видос, да, я говорю, посмотри, как-то, может, что, какие-то внесения надо, может, перезаписать ее. Он говорит, да не, нормально, короче, сейчас я выложу. Вот он выложил, бля. Как бы, ну да, не, ну так-то нормально для первого раза. Надо было повыразительнее говорить, музыку. Ну, типа, 1 мая, что у нас 1 мая, этот мир, труд, май, блядь, это... Что там за праздник, я в душе даже не это... Я вот без наушников, я сейчас не слышу, может то подписываться, может то уже мне там, блядь, 10 тысяч задонатил на права, нахуй. Мне, по идее, послезавтра, ну я не знаю, может завтра пойду увольняться, нахуй. Да, короче, смотри, Витек, брали по одной специальности, блядь, ну, на должность, да, там, в ГБР этим, ой, блядь, инспектором, типа, в инспекцию в ГБР, да. Ну, блядь, почему-то меня начали вообще ставить по охрановской теме, короче, ну, ГБР, группа быстрого реагирования, да, но они ездят, только шмонают посты, вот, типа, как, а какой... Да у меня плавающий график, по идее у меня 2-2 должно быть по ГБРу. Ну, так, вроде бы сюда, да? По ГБРу должно 2-2. Ну так у меня, блядь, меня бросают вообще разные посты, а мне это нахрен не надо. И на каждом посту платят разные суммы, блядь. Кто без лицензии 1300, кто с лицензией на одном посту 1500, на другом 1600, блядь. Где-то 1700, блядь. Да вообще, блядь. И дохера, блядь, кто без лицензии стоят на постах, блядь. А без лицензии, то бишь, если придет проверка, идите сюда, блядь. Там 1500, что ли, штраф, блядь. И не буду я заниматься этим, блядь, выебанством. Хорошая работа, конечно. Короче... Когда я при трудоустройстве, да, а чё нас...
Неустойка за провождение груза по, бля, ну ладно, хуй с ним. Когда я устраивался, да, мне сказали, зарплата будет 2600 смена. Хорошо. Я подумал, ладно, давай. Вот. А когда начал уже работать, меня уже все оформили, блядь. И в итоге, блядь, оказывается, зарплата 1900. Не ту зарплату, что обещали. Да, творят, что хотят, блядь. Пиздец, нахуй. И вот у меня от этого бомбит, блядь. И моя тоже, блядь, психует, блядь. Я толком и дома не бываю, блядь. Вот. Моему брату обещали 30 в месяц, а вышло 15. Так что чуть на пороге офиса не нагадил. А если ты после увольнения точно так устроишься на другую работу, то увольняйся. И я даже, блядь, по идее некоторые как делают? Работают на старой работе, ищут новую работу, нашли новую работу, все там договорились, увольняются отсюда. Вот, потому что там могут 2 недели дать отработки. Но если у тебя по закону, как его, испытательный срок там месяц или 3 месяца, да, и ты испытательный срок еще не прошел, то тебя имеют право уволить, даже должны уволить в течение 3 дней. У тебя не закончился испытательный срок, то бишь без отработки. Я не помню там статью эту. Вот. Меня уже так хотели, короче, кидануть на 2 недели, блядь. Я сказал, блядь, залупенфюрер, блядь. Поеду я там, нахуй, отвезу еще груз. Вот. Что, груз не вижу, где там груз по карте. Это уж там у меня. Да нахрен мне, блядь. Такие геморрой, блядь. Если бы было бы нормально бы, если бы я работал бы даже по той должности, куда я устраивался, я бы еще работал бы еще. Ну, обычным охранником работать я не зря учился на 6-й разряд, тратил, блядь, деньги, время и, блядь. Вот. Блядь. Сука, промокну за не этот груз надо взять, блядь, придурок, да нахуй. Вот. Так. Уже куда мне выезжать-то? Так я вот через сюда выйду. Я говорю, охрана это, блядь, это чисто для пенсионеров работа. Молодые вот работать там не будут за такие копейки, блядь. Вот. Они не будут работать, блядь, даже за 1600, за 1700 нахуй. Я чуть сено не перевернул, блядь. Ебаный в рот, нахуй. Чё творю, блядь? Вы только посмотрите, нахуй, что я творю, блядь. Беспредел на дороге называется, да? Вот.
А мы сейчас здесь на перекрестке просто развернемся и все, не будем там тыркаться, пыркаться, блядь. Вот у нас в организации, да, работают одни пенсионеры, блядь. Взять АФК там, блядь. Ну, смотря ты потом на кого пойдешь учиться. Но если ты там хочешь полицейским стать, то 11 классов тебе по-любому придется заканчивать. Они берут со средним образованием, блядь. То бишь 11 классов закончил, у тебя среднее образование. Ну как-то там полное среднее, блядь, идет. Что-то у меня тормоза, кстати, хуёво работают, но почему-то мне штраф не дали. Вот. Не, ну учись 11, что тебе? Ты сейчас в каком классе? Не, ну если хороший программист, 9, ну 16 лет, да? О, в армию, наверное, да? Или ты в армию не пойдешь, не годен? Как бы, мне кажется, 11 классов не помешают. Че, 2 года, ну как сказать, я не знаю, годен, не годен. Ну ты по-любому уже был же в военкомате на комиссию-то, вызывали? Сейчас год служить-то вообще, блядь. Для галочки. То, что ты долг отдал родине, блядь. А, еще нет, еще не был даже на комиссии. Нихера, мне, блядь, уже с 8 класса, что ли, уже таскали у нас, блядь, военкоматно. Но я ушел во сколько? 18 мы, что ли, были, 19. Ну я учился, мне из этого не брали, типа срочки давали, срочки, но. А потом в итоге, сука, все равно забрали. Да ладно, я не жалею, что я сходил, блядь. Че, я 2 месяца отслужил. Мне дали ЗКВ. Ну, заместитель командира взвода, короче, и этот, сразу лучки младшего сержанта повесили. А когда увольнялся, уже увольнялся сержантом. То бишь, вообще, короче, я в масле был, блядь. Там как, пацаны, нормально, хуй знает, не знаю. Смотря куда попадешь, блядь. Как некоторые говорят, а что там делать, я никого не знаю там, да? А, Илюха, вон, ну вот Илюха, короче, вот он хочет в армию пойти, говорит, я хочу дедовщины, блядь, чтобы меня первые пару месяцев прокачивали, короче, блядь. Вот, с тубареткой заставляли на картах сидеть, вот. Жаждет вот этого, блядь. Илюха Михеев, он, короче, сейчас он на ютубе пишет мне. Вот он сейчас тоже в 9 классе, вот, хочет до 9 отучиться и пойти в гараж работать в какой-нибудь автослесарем или автомехаником, короче. Вот. Я ему говорю, зачем? Я говорю, учись до 11, блядь, чтобы тебя в армию не забрали, нахуй. Он говорит, нихуя, я хочу в армию пойти, блядь. Чтобы меня духа, говорит, качали, блядь. Так жестко, говорит, чтобы вообще, блядь, крокодильными слезами плакать.
Ну, по контракту служить надо срочку сначала пройти. Сейчас, короче, я не знаю, сейчас законы, блядь. Сейчас эти ебаные законы наши, они все меняют. Сейчас, может, и скоро контрактную армию сделают, блядь. Не будет срочки, то бишь, блядь. По своему желанию, короче. Хочешь, пошел, блядь. Да не, я недолго сочинял, я только тебя увидел. Мы тут с Ариорном общались, вот. Он на Твиче, зайди на Твич, пообщаешься. Вот. Хотели один какой-то год сделать контрактную армию, чисто по контракту. То бишь, блядь. Захотел, пошел, захотел, не пошел, короче. Нет вот этой обязаловки, вот ты должен, блядь. Как мне в военком говорит, ты должен, говорит, долг родине отдать, нахуй. А я такой, а я, говорит, в долг не брал у родины, блядь, чтобы отдавать долг, нахуй. Ну там физиономию там, блядь. Такую состряпал, типа. Я теперь тут, ну вот, я у родины не брал ничего. Так, я тоже не брал, я так и сказал, что я у родины в долг не брал. А мне что, остришь? Я говорю, нет, не острю, руки с кармана сними. Я говорю, я еще не в армии, чтобы руки. А там врачиха сидела, главный, который вердикт, блядь. Молодой человек, давайте будем уважать. Ладно, хер с вами, блядь. Вот, наверное, сука, он меня в армию забрал после этого, блядь. Сразу мне, блядь, годен 3 мая в армию, нахуй. А был 27 апреля я был на комиссии, а 3 мая меня забрали, блядь. Да, мысли твои. Не хочу я сейчас, меня наушники надо одевать, музыку выключать, короче. Там такая классная музыка играть, я не знаю, она вообще играет или не играет, нахуй. А, что играет? Блять. Все разъебал нахуй. Сейчас. Погодьте. Пацаки. Ой, блядь, сука. Конденсаторный, блядь. Микрофоны. Опа. Вот. Или иди, слышишь, Орион, это, куда-нибудь в военную академию сразу поступи курсантом. Куда-нибудь. Почему у меня меч перед ником? Блять, фура. Почему у меня меч перед ником? Илюха, у тебя тоже меч перед ником? Крекер, блядь, ответь на мой вопрос. А, у него, так он потому что этот, блядь, типа смотрящий, модератор, блядь. Он меня так умолял дать его. Ну ладно, ну как можно сказать, от жалости, короче, я ему дал модерку. Ну ладно, на, Илюха, не плачь только, да. То чё, пацан молодой еще, блядь, нервную систему себе ушатает, блядь. А потом я буду себя всю жизнь винить, блядь, парня загубил, блядь, что я ему не дал модерки, блядь. Так, где тут есть? А, проезд есть, вижу. А смысл обычно онлайн 2-5 человек. Да, у меня тут онлайн, видишь, какой, блядь. Больше 5 не поднимается, нахуй. Не хочу я в Дискорд.
Короче, сейчас я буду камеру оффать. Окей. Я думаю, никто не против будет, да? Спасибо. А никто не будет против, что я офну камеру. Вот тут сейчас будет у нас вроде бы левостороннее движение. Да, врублю, только напомните мне. Блять, чуть состав не решил. А может не правостороннее или левостороннее. Здесь-то одностороннее движение, вот здесь. Ты в позу эмбриона? Что ли? Хуйнулся. Какого хуя двигатель не исправен? Вы чё, блядь? Гоните нахуй. Всего 14% ущерба, блядь. Сейчас я приеду в это, блядь. Куда я еду-то нахуй? Я даже не знаю, куда я еду. Солнце, блядь. Ага, правильно, левосторонняя. Эх, классно жить в России. А ты что, не в России живешь, что ли? Курс-то. Это же Россия. А20, трасса А20. Сейчас отключу. Вон на каникулах езжай. Сейчас на каникул выйдешь, если ты 9 классов решишь закончить, а не 11, то ну и чё ты какого хуя стал? Я свой ник не вижу, когда сообщение пишу. Нахуй тебе увидеть. Тебе его незачем видеть. Зачем?
Та-дам. А, кстати, недавно опять до меня доебался этот мудак. Там сейчас Зеленский, блядь, президент, так что, блядь, он сейчас инаугурацию пройдет, что Порошенко теперь нахуй пошел. Ну и чё он доебался до тебя, чё? Набей ему лицо, нахуй. Купи этот баллончик, нахуй, нежданчик ему, блядь. Втащи ему, блядь. Чем ему так ты насолил, нахуй? Что он до тебя доебывается, а? Я бы поехал только страна в другую страну ехать, еще с которыми лучшие отношения. Да. Стоп, а где педали в этой игре? У меня педали под рулем. Здесь сейчас. Видно? Они даже не двигаются, блядь. Вон они там. Что-то две педали. Типа коробка автомат. Хуё моё. Не, ну почему? Русские же живут там, и много русских вроде в Украине. Опять этот, блядь, пух, снег или что там, блядь. Все, давай, хорошо. Убей там всех, на.
Что, блин?
560 евро. Второе. Знаешь, что любишь, мой любишь. Так, шо вон отсюда.
Сейчас приду. I can't
Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Так. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the darkness. Take control. Darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control.
Grizzy now. I ain't tryna talk, bet they hear me now. Old hoes got them feeling like they missing out. Light it up, about to burn the whole city down. Too many on this side, no, I won't let up. Ayy, if nothing know then I'ma get mine. Bitch, I'm only getting better. Burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Burn, motherfucker, burn, motherfucker. Burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Burn, motherfucker, burn, motherfucker. Truth is, I've been on my Grizzy now. I ain't tryna talk, bet they hear me now. Old hoes got them feeling like they missing out. Light it up, about to burn the whole city down to the ground for the fucking end of the night. Got so many people with me, look like we came here to fight. I'm on my fuck the risk, cause they not ready at all. I never falling, you top heavy as all. I going up like my stops, nigga. That's on time like my watch, nigga. Still come through with that datum. I'm never losing this ever. Of all the ones who ain't never thought I would shoot with this, yeah. They hear me now. They hear me.
Банки предлагают выгодную ставку по кредиту наличными. А вы знаете, что она будет такой низкой только при обязательном оформлении страхования. Оформите кредит наличными в Альфа-банке. Ставка от 11,99% годовых не зависит от страховки. Заполните заявку на alfabank.ru. Не за что краснеть. АО «Альфа-банк».